В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Халяльные деньги. Важную и очень представительную конференцию, которая отличает деловой подход и больше похожа на такой обмен мнениями и положительными практиками по продвижению партнерского банка. В Грозном обсудили ход эксперимента по развитию исламского банкинга в России. Тысячи и одна причина увидеть горный край. Процветает, строится, и красиво, качественно, все ухожено. Чувствуется, что есть хозяин хороший и все. Журналисты из федеральных СМИ находятся в нашей республике в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Символ возрождения. Мы ехали с большой радостью сюда, потому что здесь настолько доброжелательные люди, здесь прекрасная природа. Делегации Челябинской области проводят культурно-этнографический тур в Чеченской Республике. Развитие исламского банкинга в России является важной предпосылкой для привлечения капитала из мусульманских стран. Об этом заявил председатель правительства Муслим Хучиев на круглом столе в Грозном. На мероприятии под названием «Партнерское финансирование. Новые возможности для развития финансового рынка» обсуждали ход эксперимента по развитию исламского банкинга в России, в который также вовлечена наша республика. Валентина Гусевская законспектировала самое важное. В сентябре прошлого года Чеченская Республика стала участником эксперимента по развитию партнерского финансирования, который отвечает принципам исламского банкинга. Спустя 8 месяцев в Грозном обсудили ход ее внедрения в финансовую систему России. Вступительным словом открыл работу круглого стола председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Население республики, на самом деле, из года в год по исламскому банку финансируется больше и больше. Население больше обращается к этому продукту. И я думаю, в мире такая тенденция есть, и в России в том числе. И тем более, что мы говорим о религиозном аспекте, мы действительно, я согласен с Трошем, и даже уважаемым, что не должны этого стыдиться. Мы сегодня ведем войну против коллектива Запада, против коллективных сил зла, в том числе у них задача какая? Искорить веру в Бога. Россия – это оплот религии, оплот традиции, оплот культуры. Организаторами круглого стола выступили Банк России совместно с Министерством финансов России и правительство Чеченской Республики. Заместитель председателя Банка России Алексей Гузунов отметил, что тема исламского банкинга стала важной для федеральных властей. Еще до начала эксперимента Центральный банк России присоединился к международной организации Совету по исламским финансовым услугам. Как раз в том и состоит суть эксперимента, что хотелось бы опробировать то, каким образом, какие условия должны быть у участников партнерского финансирования, что они должны делать с точки зрения взаимодействия со своими клиентами, со своими партнерами точнее. Мы должны избежать того, чтобы появились здесь недобросовестные участники. Об этом сегодня уже говорили, как о первых признаках того, что появляются те, кто пользуется вывеской, но не делает в этом направлении ничего. И выстроить достаточно понятную для всех систему регулирования, систему участия, систему подготовки соответствующих кадров, систему финансовой грамотности, которая позволила бы впоследствии перейти уже к полноценному регулированию и полноценному участию всех. Обсудили ход нововведения как лично, так и по видеоконференц-связи. Помимо Чеченской Республики, эксперимент проводится на территории еще 3 регионов – Башкирии, Дагестана и Татарстана. В реестр участников входят 18 организаций. Проблемами эксперимента выявили низкий уровень осведомленности и необходимость глубокого понимания предпринимателями, как развивать такой бизнес. Я представляю Башкортостан, один из регионов эксперимента. У нас одна наша региональная компания уже вошла. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе
перспективе еще одна компания войдет. Кроме того, на нашей территории работают еще порядка 5-6, наверное, внешних компаний. Они предлагают услуги разного характера. Это беспроцентные расчетно-кассовое обслуживание, счета, дебетовые карты, исламская ипотека, купли-продажи в рассрочку товаров, лизинг, аренда. То есть палитра инструментов, которые позволяют людям вот с учетом их альтернативных экономических предпочтений, религиозных предпочтений выбирать нужные продукты. Пока, конечно, осведомленность людей недостаточная. Экспертизы, в том числе у финансовых организаций, не так много, но тем и полезнее вот такой обмен мнениями, обмен хорошей практикой. В ходе обсуждения затронули тему финансовой грамотности населения. Для участников важно понимание гражданами суть партнерских финансов и умение отличать их от традиционных. Это касается не только исповедующих традиционный ислам. Для эксперимента нет ограничений по признакам конфессиональной принадлежности. Он продлится до 1 сентября 2025 года. Вопросы исламского банкинга в России продолжают оставаться актуальными и требуют дальнейшего изучения со стороны общественности и государственных органов. Важно, чтобы все многонациональные группы населения имели доступ к равным возможностям в сфере финансовых услуг. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Депутат парламента Чеченской Республики Магомед Ханбиев посетил Запорожскую область по поручению Рамзана Кадырова, чтобы выяснить, какие нужды есть у военных для того, чтобы обеспечить их всем необходимым. Парламентарий встретился с командирами и бойцами батальонов Юг-Ахмат, Восток-Ахмат и сводного отряда Ахмат. Магомед Ханбиев выразил уверенность, что наши парни выполняют все поставленные задачи более чем на 100%. شون دعبوش بالبالغ أش بيش بالبالغ سعى لدر لو يوعد هندا جي أو كارتن شتاح أق دو بزيتش كدانش بزيتش كاح أق بينش تيدمت درجة جوشدو خوي باتشو حاو سينشو تنش هوك حات سعى لدر لو يشتغلر شاش حيل جمتكش كها أق 100% خلات سعى 120% هنز واخر دوتشان على دوخشدو تو كورتن جوندو واشنت ادلن دول ديقر هور شاش دعيت انشوح ايش ديقون يحشق داقر وين حلق والول وين مخ كده تخن وي هور تبا تيقون شو تاقون دين قامتون اي عاد سو كيقول ديشتو قام خرشبو. На карбоновом полигоне Чеченского госуниверситета, расположенном в селении Хоя, проводится исследование климатически активных газов. Помимо выращивания и изучения полезных растений, здесь также изучается регенеративное земледелие. Он стал одной из локаций, куда приехали журналисты федеральных СМИ, которые находятся в нашей республике в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Репортаж Натальи Депутатовой с Высокогорья. Первыми точками в двухдневном туре по объектам национального проекта «Наука и университеты» стал старейший в России и первый в мире вуз нефтяного профиля ГГНТУ имени академика Миллионщикова и лаборатории Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сотрудники рассказали гостям о процессах добычи и переработки нефти, а также о применении искусственного интеллекта в виртуальной и дополненной реальности для решения различных задач. В рамках образовательной политики у нас практика и уже третьего года в сетевой форме мы реализуем образовательные программы, как основные образовательные программы, так и образовательные программы дополнительной профессиональной переподготовки. Сетевые образовательные программы реализуются у нас как в партнерстве с нашими российскими вузами, так и с вузами иностранными. Во второй день журналисты из ведущих федеральных и региональных СМИ отправились в селение Хой в Веденском районе республики, где в 2022 году начал реализовываться пилотный проект «Карбоновый полигон». Одна из больших задач – это сделать так, чтобы дети и их родители знали, что идти в науку – это интересно, здорово, можно построить карьеру. И для этого
мы, как оператор, вместе с нашими партнерами запускаем научно-популярные маршруты. Наша задача сделать так, чтобы как можно скорее путешествие, в том числе по лабораториям, по карбоновым полигонам, по другим научным объектам, стало привычным. И, соответственно, мы начали запускать научно-популярные маршруты еще в 2022 году. К текущему моменту их запущено по всей стране более 50. И одной из задач для продвижения научно-популярных маршрутов является еще и знакомство с ними журналистов. Сейчас, спустя 2 года, работа здесь уже налажена. Гостям показали видеоролик о том, как проходят научные исследования в этой области, а специалисты центра подробно рассказали о результатах. Уникальная эта территория для исследовательских работ, для исследовательских разработок, так скажем, для научных разработок. В данном случае мы разрабатываем таких 3 проекта, над ними работаем. В последующем мы хотим их в климатические проекты перевести, провести валидацию, верификацию, ну и, соответственно, получить с этого углеродные единицы. Создание карбонового полигона в нашем регионе – это результат совместной работы федеральных, региональных властей, научных организаций, вузов и бизнеса. Эти территории призваны дополнить существующую сеть сбора и обработки данных экологического мониторинга. Для исследований также применяют и визуальный осмотр территорий с помощью большого квадрокоптера, который мониторит окружающее пространство. Ну а ученые уже обрабатывают данные. Что делает мультиспектральная камера? Она снимает в 4 диапазонах. Это синий, это зеленый, это красный и ультракрасный. И на финальном результате, после обработки данных, мы по карте можем увидеть на том или ином участке, каково состояние растительности. Здесь же возвели большую теплицу, где ученые выращивают саженцы различных растений, нетипичных для этого климата, в почве, взятой со здешних склонов. Это поможет определить, смогут ли здесь прижиться другие культуры. В теплице установлено новейшее оборудование, в том числе и капельное орошение. В целом здесь сейчас у нас сосредоточены наиболее интенсивно изучаемые, это более 10 культур, это значит 7 различных сортов гибридов, образцов тополей, плюс местная форма тополя черного и белого для сравнительных данных, чтобы получить сравнительные данные по изучению их, плюс еще ряд экзотических культур, которые не характерны для нашей зоны. Планируется еще в будущем ряд декоративных культур, которые имеют такой спрос у населения, которые активно засаживаются своими этими клумбы, приусадебные участки и так далее. Позже саженцы высаживают на близлежащих территориях. Это дает возможность понять, смогут ли они прижиться в высокогорных условиях. Также сажают траву, после сюда запустят животных. Это еще один способ сохранить окружающую среду. Ведь скот часто уничтожает зелень на пастбище, и на восстановление требуется много времени. Карбоновый полигон Чеченской Республики вместе с прилегающими территориями для выпаса животных занимает территорию 1300 гектаров. Главное здание каменное. Архитектурная концепция – это формула углерода, СО2. Это видно, если на него смотреть сверху. Углерод – это и есть углекислый газ, выбрасываемый в атмосферу в результате деятельности человека. Именно для того, чтобы мониторить и контролировать этот выброс, и построен этот полигон. Позже экскурсию повели к древнейшему памятнику, как его еще называют, музей под открытым небом. Рассказали об истории древних построек. А вот там расположена более древняя мечеть, она уже реставрирована, вот как якобы он ее построил. И здесь есть захоронение Гади шейха, то есть предположительно его алима. К сожалению, сейчас город Стражников закрыт на реконструкцию, но совсем скоро любой желающий сможет посетить это место и окунуться в мир наших предков. Сейчас полюбоваться им можно только с высоких каменных ограждений. Отсюда открывается вид на все поселение. В целом, поездка в Чеченскую Республику впечатлила гостей. Мне было в первую очередь интересно посмотреть, как развивается Чеченская Республика. Я здесь впервые. И могу сказать, что очень я впечатлен. Я впечатлен тем, что нету ни одного следа войны, все развивается, процветает, строится. И красиво, качественно, все ухожено, чувствуется, что есть это хозяин хороший в этой земле. Все очень красиво. И природа, конечно, и архитектура, все чисто. В первый раз в Чечне, и очень мне тут нравится. К сожалению, всего 2 дня. Думаю, еще заеду как-нибудь обязательно.
Эта экскурсия по научным объектам региона только первая ласточка. Маршруты уже давно проложены. И в республику с удовольствием приезжают туристы из России и зарубежья. Этот тур дал возможность увидеть научный потенциал нашего края для будущих инвесторов. Наталья Депутатова, Абдурахман Хаджиев, Харан Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. Делегация из Челябинска посетила столичную мечеть «Сердце Чечни». Культурно-этнографический тур приурочен к году истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия. Главная его цель – знакомство с национальным колоритом, традициями и туристическим потенциалом, а также обмен опытом работы между нашими регионами. Мы ехали с большой радостью сюда, потому что здесь настолько доброжелательные люди, здесь прекрасная природа. Мы находимся сейчас в сквере около мечети «Сердце Чечни». И, конечно же, мы просто поражены, насколько здесь много различных пород деревьев. Здесь цветет каштан розовым цветом. К сожалению, не открылись розы, но это, я думаю, все впереди. О чеченских традициях, ценности родного языка и многими другими аспектами молодые люди узнали от заслуженного журналиста республики Раисы Садаевой. Встреча в живописном месте в поселке Алды рядом с Грозинским морем организована молодежным общественно-патриотическим движением «Ахмат», целью которого является привитие интереса молодежи к культуре и традициям чеченского народа, а также популяризация родного языка и сохранение культурного наследия. تغنا ووشقي تربعنا نحكي مت بالقدر حقيقة تمت سيلارن بيش تاق تمت يشيل بالقديش كيجر خوش نقح يبارجوش تاق تنجرش المرزوقي وش ألا أتنية تتوشقي تو تاق كيجر هو دقابو صون خير بو أل شلق دقبو تو بالقدو شيقو همني غلقي وزنجلي تاق قيتوش قي وراول يتنا بيداغوجي تشونغ تي بال خلر غي خلر ويم كيجر خوش نقح دات سيوش موت سيوش غلقش وزنجلر سيوش تغنليش دينو بيلغدو يوش خلر ام إسان بولشانا دحوش خليش واردا تديش خدس دو خلق صور ويديش إسانا دود خلق تتاك ديس ديشتو ديس مو ديس خز ديت وش قيتش متح تيرت ايغني وحا وش ديشتو يخوم يو وش حيتاني حيت ايغني حلق بيكش. Празднование в честь предстоящего дня чеченского языка состоялось в селении Итум-Кале. Был организован конкурс случая стола с национальными блюдами, в котором участвовали коллективы 8 школ муниципалитета, 3 детских садов, органа местного самоуправления, районного отдела труда и социального развития, Центра занятости и 13 глав сельских администраций. Конкурс проходил в нескольких номинациях: оформление, вкусовые качества блюд и представления. Жюри представила администрация района. Соревнование завершилось общей победой. Всех наградили грамотами и памятными подарками. Также прозвучали стихи и песни на родном языке. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.